Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. В сегодняшнем выпуске познакомим вас с удивительным человеком и погрузимся в сказочную страну. Также вы узнаете очень актуальные сегодня способы спасения от жары. Давайте начнем. Сегодня мы хотим вас познакомить с человеком, у которого очень интересное хобби. Плотник 5-го разряда энергосбыта Константин Соколов вот уже несколько лет пишет детские сказки. Интерес к этому литературному жанру у Константина появился еще в школе, а после армии занялся писательством профессионально. Наша коллега Ирина Григорьева съездила к нему в гости и окунулась в мир добрых и волшебных сказок. Давайте и мы погрузимся. Спасибо, Франция, за моду, за дюму благодарю, а нраву дух твой и свобода, Дантеса одного корю. Знакомьтесь, это Константин Соколов, плотник по профессии, сказочник по призванию. В руках плотника труд, созданный годами, это детские сказки. Впервые автор взялся за перо в 14 лет, а после армии занялся писательством профессионально. Признается, создание сказок посвящает русскому поэту Александру Пушкину, поэтическое наследие которого уже более 2 столетий волнует сердца потомков. 7 неудач подряд еще не признак постоянного провала. И пытался вот именно упорством. И первую сказку я 3 года же писал. Это же очень... Я даже не верил в это, просто пытался каждый раз, садился, думал. Интерес к сказкам пришел постепенно. Когда было свободное время, отец семейства читал своим детям сказки. А свое первое произведение, сказку про Ивана Дурака и царевну, он написал 11 лет назад. В это время у дворца царь с царицей у крыльца ждали дочь свою царевну. К вечеру она с деревни от гостей прибыть должна. У родителей одна, их волнением нет конца, шлют навстречу ей гонца. Ждут вестей они всю ночь, беспокоятся за дочь. Лишь под утро, наконец, прискакал назад конец. Перебит обоз в пути, а царевны не найти. Ищут войска в круг дозором, встретиться не могут с вором. По картине видно всей, это сделал злой Кощей. Сказки создаются по-разному, признается автор. Некоторые чистый экспромт, а некоторые тщательная подготовка. Самые лучшие и интересные сказки получаются, когда на подготовленную благодатную почву падают семена вдохновения, появляются первые ростки, и сказка начинает жить своей жизнью. Хороша стройна собой, своей дивной красотой, многие в граде покорила, но сама не полюбила, делу своему она всей душой была верна. В этой сказке я где-то год ушел вообще в другое место. Я думал, что я пишу красиво, гениально, талантливо, а потом спустя какое-то время я отложил, где-то месяца 2 отдохнул, взялся и понял, что я пишу не то. Светлана – жена сказочника, и муза, и жесткий критик. Добрым, а иногда и острым словом поддержит, иногда и подскажет. И в горе, и в радости Светлана, как и в сказках, всегда рядом с мужем, даже тогда, когда рукописи летят в корзину. Любить, во-первых, надо человека, чем он занимается, любить его дело, помогать ему, где-то критиковать можно себе позволить. Сказки пробивают себе дорогу тяжело, признаются Соколовы, но потомок ямщиков Константин не унывает и продолжает заниматься творчеством. Свою первую сказку про Ивана Дурака и царевну Соколовы издали 11 лет назад. В основе сюжета противоборство добра и зла, хороших и плохих героев. Сказки передавались из поколения в поколение, но основной сюжет и посыл всегда одинаковы – добро побеждает зло. Так в сказках народ кодировал свою мудрость. В Солнцеграде то веселье, свадьба, где новоселье. О победе все поют, в чем не сомневались тут, если весь народ сплочен. Вторая сказка рождалась в долгих творческих муках, признается автор. Сказка о славном, чудном Солнцеграде, о рукодельнице Настасии, о молодом царевиче Павле рождалась почти 7 лет. Но это произведение, по мнению самих Соколовых, нравится читателям больше. Ведь смекалка и находчивость главного героя, царевича Павла, помогает защитить народ Солнцеграда от грозного войска и жениться на своей возлюбленной Настасии. Хотел бы, чтобы из сказок моих сделали и мультипликационный фильм, и спектакль, ну, чтобы люди читали, жить было, чтобы интереснее. Вот благодаря этой цели я наверное, и пишу. Сказка – ложь, давний намек, добрым молодцам урок.
сказки Константина Соколова по сюжетной линии всегда заканчиваются традиционно хорошим эпилогом. Ведь наш герой считает, что сказка – это добрый помощник не только в воспитании ребенка, но и самого себя. Ведь в реальной жизни всегда есть место удивительным событиям и чудесам. Ирина Григорьева, Иван Сорокаумов, Якутск. По прогнозам синоптиков, летом в России ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений, так как на территории Якутии резко континентальный климат, на северо-востоке республики температура уже достигает плюс 30 градусов. И до конца июня на большей части республики ожидается жаркая погода с подъемом температуры до 35 градусов и даже выше. Давайте узнаем, как горожане спасаются от жары. Фруктовый лед. Да. Я тоже люблю мороженое. Дома сидим с кондиционером. Кондиционером? Ага. А когда вы ходите на улицу? Ходим по тенечкам. А так нормально. Нормально переношу жару. Ну, дома сижу. Под Сидите? под Да, кондиционер. на улице вы ходите? Ну, не знаю, нечем защищаться. Нормально, чуть-чуть ветер. Ветер, да? Ага. А когда ветер нет, как сегодня? Ну, жарко, ничего, я уже терпимо. Терпимо? Ага. SPF 50 кин. Это как? Это солнцезащитный крем. О, интересно. Защищаюсь я просто никак. Никак я не защищаюсь от жары, потому что жара, она повсюду. Я вот иду сейчас на мое место практики, и там так прохладненько, хорошо, я там защитюсь от жары. Прекрасно. Спасибо. Продолжим узнавать способы спасения от жары. На этот раз еще и послушаем мнение медика. О том, как не стать жертвой июньского зноя, узнавал Петр Лукин. Приход жары может доставлять радость для любителей тепла и солнца, но для других же станет испытанием, особенно если не подготовиться к перегреву и обезвоживанию организма. Многие, чтобы избежать неприятностей, предпочитают оставаться дома, искать прохладу в магазинах или крупных торговых центрах. Холодный напиток покупаю. Это помогает. Сидеть в теньке, носить шапку. Не помогает. Ношу маленький вентилятор, бутылочка воды и в пакетике мокрая тряпочка. Обтираюсь. Сидим в тени, спасаемся от солнца, жарко ребенку. Организм, я ничего не делаю, организм сам охлаждается. В тени сижу, мороженое ем. Жара часто приводит к обострению хронических заболеваний, понижению иммунной системы и высыханию слизистых оболочек. Поэтому в жаркую погоду особенно важно следить за своим здоровьем и принимать меры профилактики. На фоне жары вязкость крови увеличивается, сосудистые стенки теряют свой тонус. Человеческому организму не хватает кислорода, и у молодых людей в жару артериальное давление может снижаться. У лиц, страдающих повышением артериального давления, наоборот, во время жары организм начинает терять много жидкости, после чего кровь густеет и повышается артериальное давление, что грозит развитием инсультов или инфаркта. Для предотвращения негативных последствий жары рекомендуется соблюдать простые меры профилактики. Это включает ограничение времени пребывания на улице, снижение физических нагрузок до минимума, проветривание помещений, использование вентилятора или кондиционера. Также при выходе на улицу следует носить легкую одежду светлых тонов и применять солнцезащитные средства. Петр Лукин, Георгий Григорьев, Якутск. Ну и на такой жаркой ноте я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.